Дорогие друзья, всех приветствую на своем канале. Это видео будет полезно тем, кто собирается сдавать экзамены на право вождения маломерным моторным судном, район плавания, внутренние водные пути, ВВП, вкратце. В этом видео я расскажу, сколько у меня было вопросов, сколько допустимо ошибок, во сколько обошелся мне медосмотр, и самое главное, я расскажу о бесплатном приложении, которое вы можете скачать и подготовиться к экзаменам. Там те же самые вопросы с теми же картинками, с ответами, все то же, что будет у вас на экзаменах. Так что можете это видео потом репостнуть, отправить своим родным, близким, друзьям, кто собирается сдавать экзамены на право вождения маломерным моторным судном. Надеюсь, это видео будет полезно и поможет подготовиться к экзаменам. Начнем с того, что я в отпуске, приехал с поселка в город Якутск, нигде не обучался, ни в какой школе. Меня допустили к экзаменам. С собой я взял справки с поселка, психиатра и нарколога. Проходил я медосмотр в городе Якутске по Кирова 19. Справка водительская обошлась мне 830 рублей, ФЛГ 250 рублей. Справки от нарколога и психиатра они не прошли. Сказали, надо здесь проходить на месте. Нарколог 500 рублей обошелся, психиатр 800 рублей. Также я заплатил еще госпошлину 910 рублей за экзамены МЧС, ГИМС. И в общем сумма у меня вышла с медосмотром и с госпошлиной 3290 рублей. Так что напишите, с какого города вы смотрите, с поселка. Потом можно сравнить по финансам, у кого какие были затраты. Так, по Кирова 19 я проходил медосмотр, и там же рядом стоит Кирова 21. Там проходите нарколога. Но это информация для тех, кто в Якутске будет проходить медосмотр. Медосмотр я проходил один день. Все эти данные потом я вбивал в госуслугах. Набираете в поисковике МЧС ГИМС, там выходит заявление и данные записываете. Номер справки, выходят дни недели, экзамены у нас среда-четверг, выбираете время, которое вам удобно, и все. Платите госпошлину и идете в тот день на экзамены. Экзамены я проходил на Дежнева 75 на втором этаже. Должен был сдавать 15 числа, но у нас компьютер завис. Сейчас такая действительно проблема не только в городе Якутске, но и я слышал и в поселках также. 16 опять была проблема, завис компьютер. И 18 уже я сдавал экзамены. Сейчас новая программа, все слышали, наверное, да? Новые правила сдачи на вождение маломерным судном. 1500 вопросов. И отправляет ваши данные в Москву, если я не ошибаюсь. Оттуда они должны были ждать пароль, код, который вы вносите в компьютер, и экзамен у вас начинается. С этим как раз такие проблемы. Где-то пропускает ваши данные, где-то нет. 16 числа я с утра до вечера мы ждали экзамен, так и не дождались. Все зависло у них. Надеюсь, в будущем все нормализуется и уже будет намного быстрее. Так, сколько вопросов было у меня на экзаменах? Вопросов у меня было 25. Я думал 30 будет, но было 25 вопросов. Допускается 2 ошибки. То есть 2 ошибки, если вы допустили, а на остальное ответили, на 23 вопроса экзамен сдан. Там написано тест сдан. Я допустил 3 ошибки, то есть 2 и одну лишнюю, так скажем. И тест я не сдал. Дается 3 попытки на сдачу экзаменов. Первый раз, если вы его провалили, через неделю второй раз. Если его провалили, через неделю третий раз. Если вы его провалили, то опять платите госпошлину и опять идете на экзамен. Я хотел здесь сдать в городе в классе, теорию, а в поселке у себя хотел сдать вождение. Но так не получается. То есть так не делается, как мне объяснили.
все должно сдаваться в одном учебном заведении. И экзамены теоретические, и вождение практические. Ну а сейчас я вам покажу приложение, которое вам поможет подготовиться к экзаменам. А вот и само приложение. В поисковике в Google Маркете набираете билеты ГИМС МЧС. Вот выходит само приложение. Билеты ГИМС 2022. Вот с таким вот корабликом. Нажимаете на него, скачиваете. Он у меня уже скачан. И открываем. Шесть минут 3 ночи. Монтирую для вас видео. Здесь вы видите билеты, марафон, экзамены, литература. У нас экзамен, блок ВВП, внутренние водные пути и моторное судно. Нажимаете начать, и время вы видите в правом верхнем углу, 40 минут отведенные. Снизу идут количество вопросов, здесь их 25. И сам вопрос, 4 варианта ответа. Можете не торопиться, по порядку пройти, посмотреть, попадается ли более-менее легкий билет, на него сразу ответить. Вот если правильно ответить, оно у вас загорится зеленым цветом. О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП. Оно у нас говорит о скалистом береге. Все, зеленый, правильный ответ. Идем дальше. Что обозначает изображенные на иллюстрации береговые навигационные знаки? Если вы отвечаете неправильно, то оно, естественно, будет красным. Вот так. Правильный ответ. Судовой ход расположен на правого берега. Вот, пожалуйста. Все то же самое, что будет на экзаменах. Те же самые вопросы. Так что подготавливайтесь, заучивайте. Могут ли маломерные суда, находящиеся в очереди, потребовать пройти шлюзование отдельно от других судов? Конечно, не могут. Ни при каких обстоятельствах. Только после танкеров идут маломерные суда. Большие корабли пропускают, сами идут последние. Ну и все. Надеюсь, информация была для вас полезна, назидательна. Учите билеты. Ну и пожелаю вам сдать экзамены. Так что на самом деле ничего такого страшного нету. Если хорошо вы подготовитесь, то и хорошо сдадите экзамен. После того, как в классе вы сдадите экзамен, кто учился в автошколе или в школе на право вождения маломерным моторным судном, там уже учитель подскажет, скажет, когда у них будет практика и когда приходить на экзамен. Кто самостоятельно, тот спрашивает уже у ГИМС, когда подходить на практику, когда будут экзамены на воде. Так что скачивайте приложение, пока оно бесплатное, учите билеты. Надеюсь, это видео для вас было полезным, информативным. Делитесь с ним, отправляйте своим друзьям, знакомым. Желаю вам подготовиться, сдать экзамены. На этом все. Всем пока. До новых встреч.